Общественная организация «Саха-Аймах» в Нерюнгринском районе продолжает свою работу по укреплению мира и межнационального согласия в обществе, по развитию взаимодействия и дружбы народов, по пропаганде национальной культуры и традиций народов Саха. В следующем году «Саха-Аймах» будет встречать свой 40-летний юбилей. Общественная организация «Саха-Аймах», якутское землячество города Нерюнгри, было основано нашими общественниками, первостроителями нашего Нерюнгринского района в 1985 году на общественных началах. Туда вошли, конечно, представители, вот эти молодые строители, комсомольцы, которым захотелось здесь, в большом таком многонациональном городе, все-таки соблюдать свои традиции, развивать их. Тем более там очень много было создано молодых семей, очень много было семей создано интернациональных. И вот поэтому были созданы там различного рода коллективы художественной самодеятельности, фольклорные коллективы работали. Потом, когда был построен культурно-этнографический центр по-якутски, это жилище Балаган называется, да, так оно раньше называлось, тогда там уже начали проводить разные мастер-классы, образовательные мероприятия, приглашали алгысчитов, тоюксутов, да, проводили там церемонии бракосочетания. Ну, вот так вот активно начинала наша общественная организация развиваться с 1985 года. Да. В 2014 году организация уже была зарегистрирована как юридическое лицо, и теперь мы имеем свой статус юридический и продолжаем те традиции, которые были созданы нашими первостроителями. Конечно, состав меняется, обновляется, приходят молодые, новые лица. У нас очень много в последнее время приезжает молодежи сюда, да, которые остаются работать в промышленности, студенты здесь выходят замуж, женятся, тоже остаются, да, таким образом этот состав меняется. Но с самого начала основания этой организации есть люди, которые посвятили себя тому городу, здесь родили детей, внуков уже растят, да, семьями. Это семья Неустроевых, семья Поповых, которые с самого начала здесь уже работают. Группой ветеранов-первостроителей руководит Светлана Терютина. Я являюсь вожаком. Это мое любимое слово. Не руководитель, вожак, как общественники. Веду группу, скажем, ветеранов-первостроителей. Почему решили открыть это клубное формирование? Потому что наше поколение, вот именно этого возраста, 70, 80, 90 лет, они являются первостроителем города Нерюнгри, Нерюнгринского района, Байкало-Амурская магистраль. Почти все 26 ветеранов являются отличниками этой строительной комсомольской движения. Поэтому мы решили их взять к себе, присоединиться к общественной организации «Саха-Аймах». И во всех мероприятиях мы всегда являемся очень дорогими гостями. Наша задача, цель, вот в наше сложное время, чтобы наших ветеранов не оставить в одиночество. Они у нас сейчас уже и малоходячие, и неходячие, и которые хотят жить вместе с нами, жить и видеть сегодняшней ситуации своей республики. Поэтому наша задача первая – это охватить то количество людей, которые находятся у нас в нашем районе. Это первое, самая главная задача. Вторая задача – оказать им посильную практическую помощь. Что это? Это сбор документов, которые были когда-то утеряны, потому что они все у нас являются жителями улусов. Поэтому кропотливая работа. И самое главное – это не оставить их без внимания. И в этом движении общественная организация «Саха-Аймах» играет очень большую роль. То есть они у нас все охвачены, все, буквально любое мероприятие. Но многие ходят. А сейчас накануне у нас самый замечательный, самый такой долгожданный день – это День Республики Саха-Якутия. Я знаю, что наша республика, она многонациональная. И наша дружба и наши добрые отношения испокон веков передаются из поколения в поколение. И вот это мы хотим сохранить, для того, чтобы история наша, нашу историю, наши дети, наши внуки об этом
знали, помнили. Ирина Ильинична Кузьмина возглавляет общественную организацию «Саха-и-Мах» с 2019 года. Когда я вступила в эту должность, так называемую, да, мы решили тоже развить более широко направление работы, да, то есть мы создали клубы первостроителей, клуб ветеранов, клуб предпринимателей, создали 2-3 фольклорных коллектива. У нас в самой общественной организации, да, это фольклорный ансамбль «Сетим», это связь поколений, переводится на русский язык, да. Есть у нас вот сейчас буквально недели 2 назад, как мы создали еще один коллектив, это коллектив игры на хамусе, он называется «Доргона Хомус», то есть звучащий хамус. В 2020 году у нас была создана творческая студия мастеров декоративно-прикладного творчества «Айтик», то есть переводится как «творчество и шитье», да, где были объединены все мастерицы, которые увлекаются разными технологиями, техниками рукотворного творчества. И вот они в этом клубе работают, обмениваются технологиями и уже имеют большой такой опыт выставочной работы и выезжали на республиканские цехи Аланхо, Валюкминск, Ваймекон, Вортневилюйск и занимали там места, да, такие призовые со своими выставочными работами. Также они, как говорят, обмениваются опытом с молодежью, проводят образовательные мастер-классы, то есть учат детей своим техникам, технологиям. Не только сами учатся, но и учат население, которые по желанию приходят здесь, занимаются. Эта студия у нас провела 3 персональные выставки. Это Анна Робертовна Иванова, наш известный врач-кардиолог. Она очень творческий, талантливый человек. И здесь в Центре культуры и духовности мы показывали ее персональную выставку. Выставка была прям шикарнейшая. Да? Далее ко Дню защиты детей наша ветеран Мударисова Светлана Сергеевна, она тоже родилась 1 июня, и поэтому вот мы 1 июня в прошлом году тоже организовали персональную выставку ее работ, да, здесь в Нерюнгри. Дальше, значит, мы ее работу выставили в Якутск, и вот в этом 2023 году наша студия «Айтик» опять-таки широко выставила свои работы в городе Якутске при поддержке семьях. У нас есть центр Кулаковского, да, в Якутске, да, вот мы с ними сотрудничаем. И таким образом мы теперь уже вышли на уровень выездной, на республиканский уровень и провели вот впервые первую свою республиканскую, свою вот персональную выставку наших мастеров IT. Также у нас была персональная выставка, организована Скрябиной Оксаной Валерьевной. Она тоже очень такая увлекающаяся женщина, которая работает в разных техниках. Мы ее выставку выставили в нашем культурно-этнографическом центре. Каждый год 5 марта на День народного мастера тоже наша студия выставляет свои работы уже на районный уровень. Это уже стало традицией. Общественная организация «Саха-и-Мах» входит в состав национальных общин местной общественной организации Нерюнгринское отделение общественного движения Ассамблеи народов Республики Саха-Якутия, в которой сегодня уже 17 национальных общин. Для того, чтобы не только просто развивать, пропагандировать свою национальную культуру саха, конечно, мы должны приучать молодежь и население к тому, к толерантности, к терпимости к разным людям разных возрастов, разных вероисповеданий, разной национальности. Вот поэтому все вот последние вот наши мероприятия, которые мы организовываем, туда мы, конечно, подключаем и представителей других национальных общин. В феврале 2024 года для того, чтобы вспомнить свои исторические истоки и показать героический эпос народов мира, который порой является важнейшим и единственным свидетельством прошлых эпох, общественная организация «Саха-и-Мах» в городе Нерюнгри в 4-й раз инициировала проведение фестиваля героического народного эпоса «Сквозь века». Праздник посвятили Году семьи в Российской Федерации, Году детства в Якутии и Международному дню родного языка и письменности в республике. Это же получается устное народное творчество наших земляков получается, поэтому мы, что нашему подрастающему поколению, что вот был такой героический эпос, состоит из нескольких блоков, получается, вот начало именно вот бурятской автономии. Сегодня на этом мероприятии представила вам начало пролога героического эпоса ГСР.
Там говорится, вот, как наша земля-мать, как создавалась, как родился сам богатырь ГСР, как родился. Вот начало всех начал, как земля на этом свете, как вот только-только появилась. Впервые в фестивале героического эпоса участвовали не только представители общественной организации «Саха-Аймах», а также национальные общины района, образовательные организации и семейные коллективы. И сегодня мы представляем белорусскую священную птицу аиста. Соответственно, мы рассказываем про нее легенды и предыстория, история, почему птица священная для Беларуси, потому что у всех ассоциаций, если Белоруссия, то это в первую очередь аист. Яркие национальные костюмы, выступления на родном языке самодеятельных артистов, представителей разных народов Нерюнгринского района. Для многих это было первое выступление на сцене на своем родном языке. Такие фестивали мы начали проводить с 2019 года. В этом году этот фестиваль особенный, так как мы сюда пригласили наши национальные общины, общеобразовательные организации, другие учреждения, чтобы вспомнить исторические корни, чтобы каждый народ вспоминал и помнил свой родной язык, потому что мы знаем, язык – это культурный код народа, это помогает развитию народной культуры, традиций, в том числе и народного эпоса. В этом году мы наш 4-й фестиваль посвятили, конечно же, году семьи в Российской Федерации. У нас участвуют семейные коллективы. Году детства в Республике Саха-Якутия. Самая маленькая участница нашей 4 годика, она воспитанница детского сада. Конечно же, мы этот праздник будем продолжать. У нас в декабре этого же года будет уже 5-й фестиваль. И он, конечно, будет целенаправленно посвящен Аланхо. Ну и также мы приглашаем сюда национальные общины. 4 национальные общины, 38 участников, половина из которых – дети. Отрывок из Аланхо Нюргуна Батура Стремительного, песню «Аим Суру Даганки». И я спасаю богатыря с Верхнего мира. Я рассказываю монолог из отрывка «Сабия Байхатун» Платона Аюнского. В отрывке я успокаиваю дочь Туяры Мако, потому что ее похитил богатырь с Нижнего мира. Жюри на высоком уровне оценили номера выступающих, а впереди 5-й юбилейный фестиваль героического эпоса в еще большем масштабе запланирован на декабрь этого года. Также в рамках Дня Республики 21 апреля мы провели тоже совместно с городской библиотекой демонстрацию мультфильмов на якутском языке. То есть для детей, включая сюда детей с ОВЗ, где вот я сама лично собирала вот эту серию, да, мультфильмов, где было рассказано о Якутии. Во-первых, есть такие мультики познавательные, которые рассказывают о Якутии, о ее обычаях, о сказке там, конечно, тоже присутствовали. 24 места там в этом маленьком кинозале городской библиотеки, да, но очень успешно провели это мероприятие, и мы тоже считаем, что это мероприятие теперь у нас будет традиционным, родители очень остались довольны, что действительно, потому что мы свой родной язык саха должны сохранять, и сохранять мы должны, конечно же, начиная с наших детишек. Так в Нерюнгре впервые в этом году прошел открытый урок якутского языка. Занятия организовали представители объединения дополнительного образования для всех желающих научиться разговорному языку древнего эпоса Аланхо. Ульяна Щербакова учится в 6 классе. Когда узнала об уроках якутского языка, решила начать обучение. Благодаря желанию, усердию и способностям девочке легко дается произношение, чтение и грамматика. Ну, вообще, примерно в начале декабря классный руководитель рассказал то, что, по-моему, на родительском собрании рассказали то, что открываются как бы занятия якутского языка, и так как я в детстве хотела заниматься этим, учить язык, мама предложила мне начать ходить. Ну, я согласилась, и меня записали. Есть, конечно, места, в которых довольно сложно что-то понять, но в основном учитель все понятно объясняет, и все легко дается. Первое открытое занятие «Якутский язык для начинающих» организовали представители объединения дополнительного образования. Инициатором выступила общественная организация «Саха-Аймах».
Это объединение начало функционировать с 1 ноября 2023 года на базе ЦРТДЮ. Инициаторами вообще открытия данного объединения стала общественная организация «Сахай-Мах» города Нерюнгри. Цель нашего объединения – это научить наших детей якутскому разговорному языку, пониманию этого языка, общению на этом языке. Руководителем назначена Данилова Антонина Зотовна, педагог. Она раньше работала в этой СОШ номер 2. В объединение входит состав 20 детей. Это дети с 3, 4 до 8 класса. Они разделены на 2 подгруппы, начальные классы и средняя группа. Всего их 20 человек. Это дети, которые ходят к нам сюда как в форме работы кружка из разных школ. Это дети разных национальностей. Они уже вот за такой короткий промежуток времени, 3 месяца, уже разговаривают, общаются, могут себя представить, рассказать о семье, о своих увлечениях. И даже уже начали принимать в наших таких районных масштабных мероприятиях. У нас вот недавно прошел районный фестиваль героического эпоса народов Нерюнгринского района. И Ульяна Щербакова, участница вот именно этого объединения, приняла там участие, стала победителем. То есть дети уже читают фрагменты якутского эпоса Аланху на якутском языке. Данное мероприятие, конечно, было предназначено в рамках республиканской декады, которая посвящена Дню родного языка и письменности в Республике Саха-Якутия. И вот именно к этому мероприятию мы сегодня приурочили такое открытое занятие, где бы хотели показать нашим руководителям, нашим родителям, насколько дети знают, разговаривают, умеют общаться, читать на родном якутском языке, который является вторым государственным языком Республики Саха-Якутия. С целью сохранения и развития своего родного языка, культуры, традиций и обычаев также ежегодно проходит районный фестиваль-конкурс «Звенящие мелодии Южной Якутии» по игре на народных инструментах. Последний из конкурсов собрал представителей бурятской, казахской, эвенкийской, якутской и таджикской общин. Этот фестиваль мы проводим уже ежегодно, он стал традицией. В этом году мы провели его 3-й раз, но в этом году мы его организовали и привлекли сюда все наши национальные общины, чтобы действительно услышать истоки культуры каждого народа. И действительно мы говорим код народа, это в ее языке, культуре, а культуру именно тоже, как говорится, осветляет и сопровождает музыкальная игра на народных инструментах. Сегодня, конечно, мы хотели бы, чтобы участников было больше, но так как это было впервые, в нашем фестивале приняло участие 5 национальных общин. Всего участников было 23 человека, из них 10 детей. Номинации у нас распределялись по разным возрастным категориям. Это отдельно дети, отдельно взрослые, творческие коллективы, семейные коллективы. Цель нашего фестиваля – это объединение народов, населяющих Нерюнгринский район, это единство народа, потому что мы, как знаем, культура навсегда объединяет. В конкурсе приняли участие как сольные исполнители, так и семейные коллективы и фольклорные ансамбли. Всего 22 человека, из них 12 детей. Причем юные участники конкурса показали высочайшее мастерство владения инструментом, не уступая своим старшим соперникам. Мы же, получается, в другом регионе проживаем, в Республике Саха-Якутия, и мне особо важным, прямо самым для меня считалось, что обязательно в детской музыкальной школе преподавать наш музыкальный бурятский национальный инструмент. Детей очень много, очень желающих очень много, ходят с удовольствием, им это очень нравится. Большой интерес у жюри и зрителей вызвали не только яркие номера, представленные участниками, но и рассказы о тех национальных инструментах, которые были использованы в выступлениях. Школьный фольклорный ансамбль «Икен», он у нас образовался где-то лет 10-12 назад. В этом году вот ребята учатся
играть на наших национальных инструментах, которые должны, наверное, знать каждый ученик нашей школы имени Василевича. И мы, как учитель музыки, я стараюсь проявить любовь к музыке именно к авенкийской, к нашему фольклору. И мы изыскиваем, то есть не то, что изыскиваем, а мы стараемся играть на своих инструментах, которые их нету нигде. Это же такие инструменты, что сподручные, потому что ивенки — это же кочевой народ. И у нас эти инструменты, в каждом стойбище есть такие инструменты. И мы просто их предоставляем с каждым годом, обновляются они у нас. И духовые, и ударные, и шумовые. Но также, конечно, мы стараемся обучать детей, нотной грамоте. Также, кроме нотной грамоты, мы изучаем и историю нашего народа, и фольклор, песни, обряды и так далее. Безусловно, сохранение бесценного наследия культурных традиций, приумножение духовного наследия и богатого национального колорита – это важная работа, которую проводит Нерюнгринское отделение Ассамблеи народов Якутии, в частности, общественная организация «Сахай-Мах». Это люди, вдохновленные энтузиасты, которые создали яркую и живую национальную палитру на культурной карте Нерюнгринского района. Вот так мы активно работаем, трудимся, сохраняем свою культуру, пропагандируем ее. Да. Сейчас мы готовимся, конечно, усиленно к проведению республиканского эссе Халанхо в 2025 году, который будет проведен на нашей Нерюнгринской земле. Да. И, конечно же, все эти мероприятия мы приурочиваем к тем мероприятиям, которые мы запланировали. Хотели бы их тоже, чтобы администрация района приняла, и мы тоже могли бы там это все представить. Также 27 апреля наше это шествие завершится. Тоже впервые мы так организуем по нашей инициативе хоровод дружбы. То есть это все национальности будут вспоминать свои национальные круговые танцы, и все население Нерюнгринского района и участники шествия будут танцевать эти круговые традиционные танцы народов. Сейчас мы пока представляем 4 народа, то есть это славянский хоровод будет, бурятский йохар, якутский ясохай и также венкийский по-моему, называется, да, и дальше мы также будем уже расширяться, и мне кажется, этот хоровод дружбы впоследствии должен стать прямо визитной карточкой нашего многонационального Нерюнгринского района. И в любых таких официальных мероприятиях мы бы все в наших национальных традиционных костюмах бы танцевали, исполняли наши круговые танцы, пели наши традиционные песни на своем родном языке, да, и это будет очень здорово. И, наверное, я так думаю, на эссе Халанхо тоже это будет принято. И в этом году, когда будет проводиться наш очередной районный эссе летом, да, 12 июня, мы тоже этот хоровод дружбы уже будем расширять и проводить его с массовым охватом не только жителей Нерюнгринского района, но и тех гостей, которые обычно к нам всегда каждый год приезжают и участвуют в мероприятиях нашего национального летнего праздника, встречи Нового года среди Саха, да, это летний праздник Исых. Коротко, наверное, так о нашей работе. Сейчас, конечно, наша большая задача – это привлечь молодежь к нашей организации, к нашим мероприятиям. Да. Тоже мы ряд мероприятий проводим совместно с другими, с библиотекой, со школами, садиками. Также подключаемся к тем мероприятиям, которые организует ассамблея. То есть мы ездим по школам и также показываем свои мастер-классы, игры национальные показываем. Да, какие-то тоже национальную одежду кто-то рассказывает. То есть таким образом мы выездные уже делаем мероприятия, в которых тоже наша организация «Сахай-Мах», конечно, активно участвует. В этом году мы показывали мастер-класс по игре на хамусе. То есть мы пытаемся научить детей хотя бы только пока производить звуки, да, потому что в дальнейшем мы хотим как-то тоже проводить, и мы уже неоднократно проводили такие массовые флешмобы по игре на нашем национальном инструменте хамус, да, и поэтому с молодежью таким образом работаем.
Сахаймах в Нерюнгринском районе полна новых идей и имеет обширный план работы на будущее.